количество желающих? Неизвестно. Это и невозможно выявить, когда неизвестно общее число имен. Поэтому, прежде всего, как говорил Владимир Ильич, надо начинать от учета и контроля. И последнее принятие программы всероссийской по развитию и сохранению языков народов Российской Федерации. Такой программы федеральной нет. Они должны быть обеспечены за счет федеральных средств, ибо федеральные средства складываются за счет средств всех народов. И эти деньги не могут направлены только на развитие культуры и языка одного народа. Это наше общее достояние. Я завершил. Спасибо за внимание. Спасибо за содержательный доклад. Я попрошу выступить господина Мамуева Ивана Александровича. Есть? Да. Здравствуйте, уважаемые братья и сестры. Поскольку мы являемся хотя бы на сегодняшний день единомышленниками, собравшимися в этом зале, люди очень беспокойны, озабочены той ситуацией, которая складывается в нашей Федерации Российской пока. Огромное спасибо оргкомитету, которые нашли силы и возможности собрать нас с такой огромной страны. Мы, например, некоторые товарищи прилетели за тысячи километров. Это, прям скажем, не очень-то просто. Ну, это к слову. Уважаемые участники форума, я здесь представляю этническую Бурятию. Большинство граждан в стране не имеет представления о том, чем и как живут народы Российской Федерации. Средства массовой информации практически положили на эту тему вето. Лишь через события в рамках МЧС и МВД получаешь бодрящую в кавычках информацию о наших братских республиках. Будучи не дипломатом, не имея, так сказать, ученой степени, я военный человек, да, буду говорить прямо и немножко, ну так, жестковато, чтобы не сказать грубо. Наверняка каждый из представителей этносов, приехавших на форум, имели проблемы с властями и правоохранительными органами. И я не исключение. Из этого ряда ныне в России так принято. Повестка дня очень актуальная. Но вот до меня выступал Аксакал, будем так говорить, очень понравилось мне его выступление. Это мы не можем эту проблему рассматривать в отрыве от общих национальных проблем всех республик, всех народов нашей Федерации. Сегодняшняя ситуация с языком является результатом общей политики, но ее нельзя рассматривать в отрыве от остальных аспектов проблем наших народов, как то социальных, экономических, политических, культурных, конфессиональных, территориальных, отсутствием социально-экономической самостоятельности субъектов. У каждого народа своя история и своя трагическая судьба в составе Российской империи, Советского Союза и современных реалий. На будущий год якобы буряты будут праздновать 350-летие добровольного, в кавычках я говорю, вхождения их в состав империи. Наши ученые до сих пор не могут найти научного подтверждения этого волеизъявления, в кавычках. А напротив, почти 200 лет потратила царская Россия в подавлении мятежей и восстаний бурятского народа. В 1923 году Ленин подписал декрет об образовании БМА СССР, Бурят-Монгольская автономная советская социалистическая республика, которая простиралась на территориях нынешней республики Бурятия, нынешней Забайкальского края и Якутской области. Но имею в виду не все территории. В 1937 году по обвинению в панмонголизме республика была расчленена на 5 административно независимых частей. Прервались культурные, экономические и прочие связи. А руководство БМА СССР было расстреляно. За 2-3 последних года, уже нынешних, в современной демократической России
Ликвидированы 2 бурятских автономных округа – Усть-Ордынский и Акинский округа. Их поглотили Иркутская область и ныне Забайкальский край. У бурят иркутских и забайкальских нет своей администрации, нету законодательного собрания, нету бюджетов, нету администрации, нет полномочий. И на сегодняшний день бурятам Иркутской тоже области, да, если возникли какие-то там национальные вопросы, которые их волнуют, их чаянием, да, предстать перед властями Иркутской области некому. Любой туда приехавшему спросит: ты что, приехал откуда? Кто тебя послал сюда? Ты кого представляешь? Структуры нет. А сколько наобещали? Очевидно, это логика 1937 года, которая продолжается ныне. Как говорил отец народов, нет человека, нет проблем. В данном случае нет округов, нет проблем. Так называемые референдумы были дикими, выкручиванием рук, фальсификацией и подкупом электората. 63% проголосовали досрочно. В том числе милиция, прокуратура, суды. Все бюджетники проголосовали, пенсионеры, бизнесмены так называемые. А когда победно ночью доложили этому тогдашнему председателю избирательной комиссии в Москву, сказали: вы что, немедленно убавьте цифру до 18 или делайте телеграмму. В день референдума сделали день села. Каждому муниципальному образованию выделили десятки тысяч рублей, на которых были закуплены бутерброды, пиво, водка, сладости. Если ты пришел голосовать, значит, ты все это получаешь, домой несешь. Непосредственно перед референдумом за 1,5 недели Владимир Владимирович Путин, будучи президентом, собрал губернатора Иркутской области вместе с председателем собрания, нашего главу Усть-Ордынского автономного округа вместе с председателем Думы, и обещал, случая объединения, не обещал, а прямо при них подписал, по телевизору показывали, 1,5 миллиарда рублей для Усть-Ордынского бурятского автономного округа. Но если здесь сидят юристы, они, наверное, понимают, что это, как это квалифицировать. Президент перед референдумом. Все обещания центра на сегодня забыты. Народ сейчас находится у разбитых надежд и перспектив. В республике Бурятия уже теперь вовсю циркулируют слухи об очередном укрупнении. Теперь уже самой республики с соседними субъектами. Я лично не понимаю, не хватает логики, ведь я же не ученый. Примерно 20 лет тому назад, я это с болью в душе говорю, 20 лет тому назад русская цивилизация стала отталкивать от себя союзников. Кубу, арабский мир, то есть так называемых стран третьего мира. Удалось. Не остановились. Принялись за соцсодружество. Они теперь все в НАТО. Не остановились. Принялись за союзные республики, причем в том числе кровно, казалось бы, родных, славянских. Удалось. Теперь по периметру границы Российской Федерации одни проблемы для Москвы и режима. Не останавливаются. Принялись за национальные округа республики. Я что-нибудь сочиняю? Это я так понимаю. Может, кто-то по-другому понимает? Поумнее меня. Здесь и мятежные субъекты Северного Кавказа. И так называемые комплементарные севера и Сибирь. Спрашивается, неужто для русских проблемы создают их нерусскими согражданами? Чего добивается центр этим самым? Разве это политика, когда ты делаешь из союзников, друзей, своих братьев, сестер, врагов? Должно быть наоборот. Разве понятие российское государство не предусматривает внутреннее единство народов, образующих пока некое подобие федерации? Почему центр с маниакальным упорством, наряду с социальными, политическими, экономическими проблемами, сам их наращивает межэтническими и межконфессиональными?
Ведь ситуация достигает некой общей точки невозврата. Это мое представление. В общественных науках, очевидно, есть определение, когда государство идет к развалу, но уже ничего невозможно предпринять. Ни верхи, ни низы. Здесь как не вспомнить Гумилева с его теорией пассионарности. В этом зале, уверен, все патриоты России, умные люди, которые осознают гибельность подобного вектора развития событий. Никому из сидящих здесь, да и всем нашим народам, представителями которых мы являемся, мало не покажется, когда 9-й вал уже нависает, во всяком случае, над Российской Федерацией. Хотелось бы, чтобы судьба этого форума не разделила бы массу предыдущих, чтобы не получился ППР, это в армии партийно-политическая работа раньше называлась. Но мы в армейской среде расшифровывали, посидели, поболтали, разошли, ну там погрубили еще. Одно опасаюсь. Центр на подобное обращение уже не реагирует. Первый раз, что ли, ты сказал замок. В лучшем случае, чтобы выхолостить суть и пустить на самотек, на это не хватит. Ему это не нужно. У нас, бывших советских, сильно в умах материализовались иждивенческие ожидания, начиная от вот приедет барин, до того, как этот же центр за нас с вами решать наши же проблемы. Как бы не так. В этнической Бурятии изучает родной язык в единичных учебных заведениях, где нет централизации подготовки педколлективов, педкадров, учебной литературы и пособий, так как нет общего бюджета и управления. Я же говорил, разделили, а потом ликвидировали. Но в округах бывших остались, чуть-чуть преподавали, но это же страшно, лучше бы не преподавали вовсе. Здесь генерируется эффект крокодиловых слез со стороны властей всех уровней. В большинстве случаев из центра к национальным регионам, давайте будем откровенны, из центра к национальным регионам стали относиться как к колониям. Им нужны наши недра, природные ресурсы, и мы, как может быть, раб-сила. И наши дети в том числе. Из истории мы знаем, как относятся колонизаторы к детям колонизируемых, дискутируемых. В недрах каждого этноса в России идут локальные, присущие только им проблемы, к сожалению, во многом негативные и необратимые, которые во многом выхолащивают основное содержание этой нации, делают его безразличным даже к своей судьбе. Я очень волнуюсь, извините. Говорят же, что бизнес не знает границ. У него деньги не пахнут. Власти взращивают таких вот Иванов, не помнящих родства. Через их денежные мешки вымывать хотят этнические ценности, их перспективы развития современных условий. Думается вот что. Нашим народам для самосохранения отступать уже некуда. Позади не Москва, а не бытие. Будут народы России жить в благополучии на своих родных просторах. Будет Российская Федерация. Я думаю, что другой альтернативы нет. Понимают ли это за стенами Кремля? Мы сегодня должны заложить основы организационные и прочие для реализации на практике всего того, что здесь было сказано. Раз уж мы с вами вызвались на это, то давайте же создадим жизнеспособную структуру с постоянно действующим органом в условиях современной действительности в нашей с вами федерации. Я глубоко признателен еще раз организаторам этого форума Николаю Егоровичу, Рафаэлю Фадриевичу, Арине Аркадьевне и многим-многим другим, которые искренне болеют душой за положением дел в стране и за ее будущее, и тем, кто приехал из регионов. Всем вам от меня и от Бурятии Амарсен. Спасибо.